Вот мелкий столоначальник, мелкий чинуша, офицерик или кто там, да, я не знаю, кто этим занимается, там, принимает по приему, сидит. И к нему приходит, или запрос, или лично приходит такая морда животное, озлобленная, бородатая, какие-нибудь глубоко посаженные малюсенькие злобные глазенки, все на нем просто, вот как из новостей про теракты. Вот просто вот их разыскивает полиция вот из новостей про теракты. Он приходит к нему, он въезжает в Россию или даже хочет получить там вид на жительство, гражданство, что-то. Ясно, что ему надо отказать на 100% сразу. Просто сразу на 100%. Ну хорошо, но вы можете спросить, там, сказать, по закону что-то на русском. Он вам, естественно, на русском по-настоящему не ответит. Но поскольку вы коррупционеры или дураки, или кретины, или враги России, то вы его без знания русского языка впустите. Но тогда вы бы его просто на границе или при въезде, так сказать, при входе, при получении документов в России спросили, а что это у тебя, вот, почему ты выглядишь как террорист? И какие у тебя убеждения, во что ты веришь, для тебя главные законы Российской Федерации и твои бредни древние главные. Он, естественно, на 100% любой из них скажет, нет, для меня главные древние бредни, на законы России он плюет, значит, за то, что у него спросили там про бороду и прочее, он ничего не отвечая по-русски, русского не знает, он достает нож или пистолет и начинает сразу, значит, угрожать или убивать этого столоначальника, и сразу понятно на границе, что ему не надо попадать в Россию. Вот как надо. На границу каждого этого дикаря надо спрашивать, значит, ты полностью принимаешь все, так сказать, наше русское, европейское и так далее, и отказываешься от терроризма. Вот. И если, пожалуйста, к нациям никаких претензий нет, к нациям, к людям, любые, пожалуйста, могут приехать, все. Отказывается, пожалуйста, пусть въезжает, работает. Но если он говорит, что нет, для него самое важное – это его выдуманные, значит, древние бредни и прочее, и он, для него главные законы не Россия, а его законы и так далее. Все на этом. Диалог должен быть закончен, и это шваль выкинуть обратно в его нищебродскую, отсталую, дикарскую эту самую. А почему она нищебродская, отсталая и дикарская? Потому что там эти древние бредни, которые консервируют развитие общества людей, и все. То, что там должно быть во Франции. У всех, кто приехал уродов во Францию, в Англию, в Италию, должны спросить, так, что для вас самое главное? Данте, Петрарка, Мира и Матей и так далее, либо ваша эта ублюдская хуета. Все, если для вас важнее ваше ублюдство, уматывайте к чертовой матери. Вы нам здесь такие дикие уроды не нужны. Вы опасны, грязны и прочее. И когда чинуши, кретины говорят, что вот, это там выгодно, это какие-то рост экономики и так далее, это ложь, это невыгодно. Посчитайте, сколько вы тратите на безопасность, на расследование терактов, на предупреждение терактов, на выплаты пострадавшим от терактов, на миллионы камер слежения, миллионы камер в тюрьме. Сколько суды, сколько дела, сколько депортации нелегалов стоит, сколько стоит охрана у каждого здания. Мы теперь вынуждены, ведь никогда не было в России, чтобы у каждой школы, у каждого учреждения, у каждого института было по 50 охранников. Но никогда этого не было, что не нужно было, потому что мы здесь все были свои люди. Здесь не было врагов в тылу. Теперь у нас есть реально враги в тылу, которые хотят жить по выдуманным кретинским нормам там тысячелетней давности не нашего региона. Это безумие их пускать. Это очень дорого стоит. Поэтому это невыгодно сильно. Это невыгодно. И никакого экономического роста от них не было и не будет. И помимо всех этих ростов, самое главное – это безопасность и здоровье. Посмотрите, все пишут вирус, новый вирус, старый. Все в вирусах. Последние месяца, кровохарканье, все говорят, вся Москва болеет, Подмосковье болеет, из Питера пишут, мне болеют. Вся личка в больных, вся пневмония. Ну, не было такого несколько лет назад. И в Европе сейчас тоже там везде грипп, ну, не было этого, потому что это нанесли дикари. Абсолютно все вирусы,
только Азия и Африка. Ни один вирус, ни одна эпидемия не пришла из Европы за всю мировую историю. Это факт. Черная смерть, чума. Все истории, вот все появления чумы в Европе, все Азия, Африка. Вирус Эбола – это Африка. Вирус СПИДа, там ВИЧ, Африка. Китай, китайский лабораторный вирус этот, который подкрутили в лаборатории потеряли. В Уханьской лаборатории убил миллионы людей. До сих пор Китай, преступный Китай, его преступное правительство фашистское, красно-фашистское не ответило. И вот мы все это миллионами пустили сюда, убили русскую и европейскую экосистему, теперь все болеют, все в кашле, в, так сказать, страшных последствиях, кто вообще выжил, многие умерли. Но это безумие пускать это дерьмо собачье. У них нет гигиены, у них другие представления нет, у них просто нет гигиены. Но потому и есть вот развитые, недоразвитые, дикие, не дикие.